Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Я представляю гостя студии. Василий Ямалединов, Герой России, сегодня с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Буквально сегодня вы побывали в детском лагере «Чайка», где пообщались с ребятами. Я, насколько понимаю, это не единственная встреча. Вы периодически так встречаетесь с детьми, общаетесь с ними. Вот как сегодня сложилась встреча? Интересная очень встреча, хороший лагерь. Дети очень много вопросов задавали про СВО само, про ранения. Получали ли мы от них письма, то есть с пожеланием. Там очень много ребят поднимали руки, что у них тоже родственники на СВО находятся. То есть они своим примером знают, что с родственниками они общаются и знают, что это тяжело там. Желают им всем успеха они тоже, скорейшего приезда домой целыми и невредимыми. То есть дети так вот рассуждают, как по-взрослому, правда? Да, очень. По-взрослому как-то. Как удается найти общий язык с детьми? Потому что, кажется, знаете, что современные дети, как еще говорят, зумеры, да, и так далее, они как будто бы и не патриоты. А вот вы что скажете? Возможно, я еще сам ребенок, и у меня очень много племянников, у брата 6 детей. У меня у самого дочка маленькая, 5 лет, и с детьми я общий язык быстро нахожу. Сам ребенок как. В душе, да, в душе. И легко найти общий язык. Да. Вы родились, давайте немного расскажите о себе. Вы родились в Салаватском районе Республики Башкортостан, получили среднее профессиональное образование, и, насколько я понимаю, вы сразу решили стать военным. Да, после окончания техникума, получается, после защиты диплома сразу поступил на срочную службу, меня призвали, и после полгода службы подписал контракт. Там были у меня различные должности, так командир орудия, замком взводом я был, потом уже началось СВО, то есть нужно было ехать. Там уже я со временем получил офицерскую должность и звание, то есть младший лейтенант, так как высшего образования еще не имел. Сейчас я учусь в БАКСу, получаю высшее образование. Василий, я правильно понимаю, что на спецоперацию вы поехали уже будучи военным, и у вас, в принципе, выбора не было, но вы, когда избрали этот путь, вы понимали, что в какой-то момент вас, если будет сложный момент для страны, вы будете защищать Родину? Да, конечно, это понимает каждый контрактник, который подписывает, каждый военный, что в нужный час мы должны отдать долг Родине, чтобы пойти ее защищать. Как близкие отнеслись к вашему решению? Тяжело. Изначально знала только жена у меня, что я уехал, больше никто не знал. Со временем уже и остальные родственники, и брат, и мама узнали, что я там. Отреагировали тяжело, переживали. Вы трижды были ранены, но каждый раз возвращались на спецоперацию. Да, после ранений проходил лечение, после лечения уже, когда вставал в строй, категория А, то есть здоров полностью, возвращался в строй и уезжал обратно на зону проведения специальной операции. Многие говорят о том, что спецоперация меняет именно мировоззрение человека, да, его менталитет в какой-то степени, как-то картину мира. Тоже. Как у вас? На самом деле, да, многие люди меняются, начинают ценить то, что не ценили раньше, то есть многие думают, можно было как-то по-другому жить, смотрят на то, что жизнь, она может оборваться в любой момент, что многие что-то не успели сделать и боятся, что не успеют уже. И такие понятия уже, как честь, родина, патриотизм, да, это уже вот не просто из книг понятия, а вот уже получаешь опыт в жизни. Примеров очень много, ребят, которые смелость проявляли, храбрость. Из моей роты очень много таких ребят. В 27 лет вы стали капитаном, и вас лично наградил президент России. Что для вас это значит? Это какой поворотный момент? Это было как во сне. Это мне не верилось до последнего, что это происходит со мной. Очень волновался тогда, на тот момент. И очень много для меня это значит. Я сейчас понимаю, что являюсь примером для многих, для подрастающего поколения, для своих племянников, для своей дочки, то есть и не должен их подвести в дальнейшем. Вы командир роты, и есть какие-то особые достижения, подвиги,
Может быть, о чем-то бы вы хотели рассказать, что такое вот значимое для вас событие, мероприятие? Ну, нет такого особо. То есть мы постоянно делали свою работу, делали ее хорошо, и наша рота была оценена самыми высокими наградами. У меня очень много солдат моих были награждены государственными наградами. Также у меня боец тоже получил Героя России вместе со мной совместно, то есть на пару дней раньше. Также у меня был до этого боец МИО, которого представляли тоже на Героя России, но, к сожалению, пока документы подзадерживаются. Василий, расскажите, звание Героя России за что получили? За освобождение западной части города Гуляйполя. Насколько это... Я понимаю, что это важное звание, естественно, разумеется. Что оно для вас значит? Значит, что меня оценили высоко, что делал все правильно, возможно, где-то рисковал. То есть, не рискнув, возможно, не получилось бы чего-то, дерзкие маневры какие-то использовал я, которые не ожидал противник. Ну, в принципе, переиграл противника тактически. Предполагали вот на заре своей, когда вы стали военным, да, когда начинали карьеру, что дойдете до звания Героя России? Когда-нибудь эта вот мысль где-то была? Нет, вообще никогда не думал. Думал дослужиться до сержанта, до пенсии и уволиться на пенсии уже на минималке. А сейчас какие мысли возникают? Вот теперь вот вы сказали о том, что когда стали Героем России, что это значит? Правильно действовали, что переиграли соперника и в тактике, и по всем параметрам. Сейчас этот титул, это звание дает какую-то, вот, может быть, ответственность и в мирной жизни? Да, конечно, дает. Я должен служить примером, то есть примером для детей, направлять на истинный путь ветеранов, которые вернутся с зоны проведения специальной операции, которые будут искать себя на гражданке, скажем так, которые должны как-то себя перенаправить уже на гражданское русло правильно, то есть также свой опыт передавать молодому поколению, возможно, какие-то обучающие кружки по тактике, возможно, какие-то игры с юноармейцами, то есть очень интересные, я думаю, такие вот мероприятия будем проводить в будущем. Также я вступил в ассоциацию ветеранов в городе Уфы, побеседовал с руководителями, очень интересно, у них планы на будущее, думаю, мы с ними там что-нибудь будем делать хорошее для детей, для ветеранов, для их семей, для детей, которые остались без отцов, соответственно, помощь оказывать. То есть спецоперация, которая проходит там, на самом деле сейчас эхом раздается и у нас, потому что нам нужно и ветеранов поддержать, чтобы они могли вернуться на нормальную жизнь, и детей. Как думаете, что нужно сделать, какие вот мероприятия, направления вот в этом плане нужно проводить? Ну, мне кажется, нужно будет психологические какие-то мероприятия проводить, чтобы они осознавали, что они уже вернулись домой, что нет войны, уже закончилось все. Необходимо проводить еще с детьми какие-то игры тактические, например, или спортивные те же. То есть очень развивает патриотизм, спорт на самом деле. Какие-то меры поддержки семьям, которые потеряли своих защитников. Я думаю, необходимо это все сделать. Василий, ну и для того, чтобы ваши практические умения, практические знания подтвердить, подкрепить теорией, вы поступили в Башкирскую академию госслужбы. На какой факультет? Государственное и муниципальное управление и экономика. Я понимаю, что я хорошо руковожу военными, но руководить гражданским персоналом, гражданскими людьми – это другое дело, и поэтому выбрал именно этот факультет, чтобы расширить свой кругозор и понимать, как еще можно руководить и работать уже с гражданским персоналом. Василий, еще один вопрос. Мы с вами несколько раз уже упоминали о том, что очень важно воспитывать детей.
Но у современных детей, да, вот именно в 21 веке, нужен, наверное, какой-то особый подход. Как вы думаете, как найти подход, как объяснить, вот как детей вырастить патриотами? Я думаю, необходимо рассказывать, показывать о своих предках истории. То есть у каждого, я думаю, есть предки, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И также рассказывать о современных воинах, героях. То есть каждый участник СВО является героем, на мой взгляд. И именно это и поможет, что дети будут гордиться своими предками, своими родственниками. У вас есть такие родственники? Да, для меня примером служили мой брат и мой дедушка. Дедушка у меня служил в армии после Великой Отечественной в Германии. И у него также были 3 братьев, которые участвовали в Великой Отечественной войне. 2 из них, к сожалению, погибли. А один старший, который был, он прожил до глубокой старости. Они жили в одной деревне. Я, когда рос, видел, у него вся грудь была в орденах, медалях. То есть было очень... Испытывал гордость, что у меня был такой родственник. То есть это вот те самые понятия и ценности, на которых вы выросли, и которые позволили и вам стать героем России. Возможно. Спасибо огромное, Василий, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о своих планах, о том, какое у вас видение будущего. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся. До свидания. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечал Василий Ямалетдинов. Это герой России. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.